В эфире новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите сейчас. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев работает в Якутске. Он проводит ряд совещаний касаемо социально-экономического развития нашего региона. Готовность объектов к играм Манчары в горном районе составляет 70%. Сейчас там заняты реконструкцией ипподрома. А в Алекминске готовятся к эсэху Олонхон. Внесли свою лепту пожарные. Они установили скамейки для зрителей. Юрий Трутнев сегодня работает в Якутске. Он проведет ряд рабочих совещаний по социально-экономическому развитию нашего региона. Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке начал рабочую повестку с обсуждения вопроса по развитию территории опережающего развития в Якутии. В течение дня запланировано совещание по эффективности использования полезных ископаемых и проведения геолого-разведочных работ, вопросу жилищного строительства. Также Трутнев ознакомится с ходом реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск. Более 200 тысяч квадратных метров аварийного и ветхого жилья планируют ликвидировать в Якутии в этом году. В них проживает порядка 12 тысяч человек. Для них планируют ввести в эксплуатацию порядка 60 многоквартирных домов. Из них 16 объектов находятся в зоне риска. В региональном Минстрое заявили, что проблемные объекты находятся на постоянном контроле. Так, правительство региона дало поручение об увеличении темпов строительства проблемных домов, а также об увеличении количества строительных бригад, не менее 50 человек на одном объекте. И до конца июля мы должны подписать 920 соглашений с гражданами по выплате возмещения. Это свыше 42 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Начиная с августа мы должны уже приступить к этапу 2022 года. И порядка 900 соглашений тоже должны подписать в этом году и выплатить уже людям опережающие. Соответствующее поручение дал первый заместитель председателя правительства Кирилл Евгеньевич Пучков на недавнем совещании, которое проводили совместно с органами местного самоуправления и застройщиками. Также Кирилл Евгеньевич дал поручение по строящимся объектам. На этот год у нас запланировано ввод 60 объектов по двум этапам. Из них 16 объектов у нас находятся в зоне риска. Основным из них один в городе Якутске, довольно-таки большой мегаполис, и один из примеров это в городе Алекминске, 76-квартирный. По последней информации, пожары у села Тюбяй в Сунтарском районе выжгли более 120 гектаров леса. Сейчас с огнем борются 95 человек, в том числе 10 работники аэромобильной группы МЧС. Задействовано 8 единиц спецтехники. Как сообщали ранее, ночью работал вертолет с водосливным устройством. Он произвел 24 сброса. Продолжаются работы и по недопущению приближения огня к населенному пункту. Мы вчера по сообщению о пожаре сразу приехали сюда, в Тюбей, и всю ночь работали, и до сих пор сейчас работаем. На данный момент сейчас у нас 125 гектаров горело, работают 95 человек, в том числе 10 человек аэромобильной группы МЧС работает. Так, работает 8 спецтехники. Так, ночью работал вертолет МЧС водосливным устройством, сделал 24 сброса. Идет окарауливание. Угрозы населенному пункту нет. Первые пострадавшие от укусов клещей есть в Алданском районе. 16 случаев нападения зарегистрированы в райцентре, а также Тамоте и Нижнем Куранахе. В этом году имеют место сложности с экстренной профилактикой. О вакцинации следует позаботиться до наступления тепла. Ангелина Вахнина продолжит. Теплая погода не может не радовать, однако в лесу, на даче и даже в городе необходимо помнить о том, что с наступлением лета начинается сезон клещей. Кровососущие впиваются под кожу. Большую опасность представляют инфицированные насекомые. Они являются переносчиками таких серьезных заболеваний, как болезнь Лайма и энцефалит. Проходит она также планомерно. К сожалению, население пока неохотно вакцинируется. На сегодняшний день у нас 16 укусов клещами уже зарегистрировано. Это 9 Алдан, 5 Тамот и 2 Куранах. По
Последствия укуса маленького кровопийцы могут быть фатальными. Нарушение речи, потеря координации движений, частичный или полный паралич и даже гибель. Минимизировать риск нападения клеща можно, спрятав открытые участки тела и обработав одежду специальным спреем. Максимальную защиту дает вакцинация. На сегодняшний день все клещи отправлены на исследование. Половина из них не энцефалитные, половина находится в работе. В случае укуса пострадавшие, не поставившие прививку, получают экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. Однако в этом году препарата в Алданском районе недостаточно. А в этом году, к сожалению, у нас есть большая проблема. Это отсутствие иммуноглобулина противоклещевого, так как завод перестал выпускать этот иммуноглобулин. Поэтому единственное средство профилактики на сегодняшний день является вакцинация. Уже имеются проблемы. Из 16 нападений иммуноглобулин получили остатки всего 2 человека. Вакцинация против клещевого энцефалита проводится в течение года. Однако оптимальная пора для получения прививки – март-апрель, чтобы до наступления тепла выработался иммунитет. Ангелина Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Госдума за один день сразу в 2 чтениях приняла закон о бесплатной подводке газа к участкам. Напомним, он позволит собственникам частных домов бесплатно подводить газовые трубы к своему жилищу. Такую меру поддержки предлагал Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. То есть от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека, газ будут обязаны подвести за счет средств государства, пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Уже на территории земельного участка подключение газа к дому жители будут оплачивать самостоятельно. Разрешение на строительство моста через реку Лену выдали в Якутии. Его получил застройщик 8-я концессионная компания. Документ действует до 15 мая 2022 года. Генеральной проектной организацией является Институт Гидростроймост Санкт-Петербург. В рамках работ будет проведено переустройство инженерных коммуникаций. Это более 3,5 километров линий электропередач с 14 опорами и более 9 километров с 48 опорами, говорится в сообщении. Кроме этого, в работы входит строительство газопроводов высокого давления. В селе Бердигестях активно ведут реконструкцию одного из главных спортивных объектов игр Манчары – ипподрома. В прошлом году построили холодную конюшню на 24 лошади и навес для хранения фуража. В этом году отремонтировали трибуну на 1500 мест, судейскую вышку. Готовность на сегодняшний день составляет 70%. Занято возведением ограждения протяженностью 2,5 километра. До конца этого месяца завершат устройство, покрытие проездов и площадок, тротуаров и беговой дорожки. Построят места розничной торговли. Строительная компания «Томтор». Он в прошлом году подписал контракт на 2 года. В прошлом году построил конюшню на 24 голов. В этом году укладка тротуара идет, работа по укладке тротуаров на 200 метров. А лепту в подготовку к КС Холонхо вносят не только строители, но и трудовые коллективы. Алекминский отряд противопожарной службы установил на днях скамейки. Тему продолжит Елена Фаст. Дней осталось для празднования КС Холонхо в Алекминском районе. Долина Аннях готова достойно встретить гостей. Свою лепту в подготовку к празднику вносят организации и учреждения района, а также жители. Буквально недавно силами личного состава отряда государственной противопожарной службы подготовлены и установлены скамейки. В рамках подготовки празднования КС Холонхо, который будет отмечаться с 19 по 21 в городе Алекминске, личным составом отряда государственной противопожарной службы проводятся работы в рамках благотворительности, помощи по установке мест для сидения, для отдыха, за вклад личного состава в маленькую внести частицу для истории, для оставить память. Подарок памятный, а самое главное – очень вовремя. Желающих присутствовать на большом действии в достатке. Скамейки установили в 2 местах. Оба места имеют хороший обзор. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.
Школьникам летом помогают заработать карманные деньги. По программе занятости населения в этом сезоне запланировано трудоустроить более 4000 ребят. Они работают на благоустройстве, озеленении территории, выращивают овощи и помогают на сенокосе. Помимо этого, более 100 детей намерены работать в оленеводческих стадах, вести хозяйство и смотреть за оленями. Согласно Трудовому кодексу, дети должны работать не более 4 часов в день. Работодатель платит заработную плату, а служба занятости дает дополнительную финансовую поддержку в размере 4000 рублей. Обязательно работодатель выплачивает зарплату, которая не должна быть ниже установленного МРОТ. На сегодня это 12 792 рубля с учетом применения районного коэффициента и минимальной северной надбавки. На детей это применяется согласно постановлению Совета министров 20% северная надбавка и с учетом страховых взносов. Согласно Трудовому кодексу, несовершеннолетние граждане не должны работать в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых и горный бизнес, а также по реализации товаров, подакцизных товаров, как это алкоголь, табак, да, допустим, в магазинах, где такие товары реализуются. Бот-ассистент навигатор абитуриента 2021 запустили в мессенджере Telegram для якутских выпускников школ, которые собираются продолжить обучение в университетах и колледжах Якутии. Бот поможет с выбором учебного заведения и расскажет о работе приемной комиссии. В базе ассистента содержится информация о всех учебных заведениях нашего региона. Также якутяне смогут узнать всю информацию о расписании ЕГЭ и о приемных комиссиях в вузах и СУЗах. Сегодня, 2 июня, отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Впервые эту дату отметили в 2011 году. Праздник обращает внимание на то, что ежедневное питание требует внимания и осознанности. В Якутии есть различные школы и центры, где специалисты пропагандируют здоровое питание населению, проводят специальные курсы, назначают персонализированное меню. В частности, онлайн-школу при Центре общественного питания и медицинской профилактики посетили 200 якутян с апреля этого года. Курс для одного человека состоит из 3 занятий, которые проходят на платформе Zoom. Люди подробно узнают о работе пищеварения, разбирают компоненты пищи и узнают о принципах осознанного питания. Один из первых принципов здорового питания – это разнообразие рациона для людей, которые проживают в северных и арктических территориях. Да? Ну, например, 10-15% энергетическая ценность должна быть выше, чем в средней полосе. Да? И по вложению вот этих нутриентов, пищевых веществ, это белков, жиров, углеводов, таких полезных витаминов, минеральных веществ, тоже должны быть вот на 10-15% в зависимости от состояния труда. На этом программа подошла к концу. Наши корреспонденты продолжат следить за новостями. Спасибо за внимание и до свидания.